Это «Актуальное интервью». Меня зовут Петр Васильев. Здравствуйте. В Якутии в гепатологическом центре активно ведется терапия хронического гепатита С. Отмечу, что угроза заболеваний гепатитами заключается в том, что они могут вызвать такие серьезные осложнения, как цирроз печени и первичный рак печени, тем самым приводить к повышению смертности и инвалидизации населения. О работе гепатологического центра и борьбе с вирусными гепатитами мы сегодня и поговорим с гостьей студии Надеждой Тихоновой, заведующей инфекционным отделением для лечения больных вирусными гепатитами Якутской республиканской клинической больницы. Надежда Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала давайте с понятийного аппарата. Что такое гепатит С, почему он такой опасен и вот какие у него есть симптомы? Вирусный гепатит С – это поражение клеток печени вирусом гепатита С. Это уникальный вирус, который обладает свойствами поражать клетки и, к сожалению, приводить к тому, что этот процесс остается в организме человека на всю жизнь. То есть он переходит в понятие хронической патологии и, приводя к этой хронизации, этот вирус способствует тому, что меняется структура печени, то есть разрастается соединительная ткань, что приводит к формированию цирроза печени. Кроме того, этот вирус способствует мутации клеток печени, способствуя развитию рака печени. Видов гепатита, насколько я знаю, у нас великое множество, А, Б, С, Д, Е даже есть. Почему именно гепатиту С уделяется такое большое внимание? Дело в том, что это хроническое заболевание? Да, к сожалению, сейчас очень большая проблема в том, что именно хронические гепатиты, приводя к инвалидизации, увеличивая смертность среди населения, они способствуют тому, что растет социальная экономическая нагрузка на, так сказать, экономическое бремя на государство. Учитывая это, конечно, государство стремится к тому, чтобы снизить количество пациентов, больных вирусным гепатитом С. Почему именно к вирусу гепатита С еще такое пристальное внимание? К сожалению, этот гепатит очень редко дает острые формы. То есть он может протекать достаточно легко, и человек, даже не замечая и не зная о том, что он заражен вирусом гепатита С, может выявлять, то это заболевание мы можем выявлять у людей уже в стадии цирроза и даже рака печени. Поэтому необходимо обращать внимание на это, на то, что этот вирус не вызывает такой выраженной реакции организма и способствует тому, что мы достаточно поздно иногда встречаем людей, которые очень поздно обращаются к нам за помощью. Надежда Николаевна, вы отметили, что само заболевание сложно выявить, оно, так скажем, очень поздно обращается. А какие первые симптомы? Вот как понять, что человек заболевает гепатитом С? И самое главное, какие пути передачи? Вообще это заболевание передается через кровь в основном. То есть это заболевание передается при переливании крови, которая не тестированная, то есть не обследованный донор, да, при использовании мединструментария, которое не прошло хорошую стерилизационную обработку, предстерилизационную обработку, дезинфекцию. Кроме того, может передаваться при использовании, например, различных инструментариев, например, при педикюре, татуаже, при пирсинге, при маникюре. В общем, вот такие ситуации. И, кроме того, если есть человек, который болен гепатитом С в семье, то при использовании одних и тех же маникюрных наборов, бритвенных станков, то есть те инструменты, которые могут приводить к повреждению целостности кожи, может привести к заражению человека. К сожалению, острая форма, которая проявляется ярко, такими симптомами, как желтуха, слабость, тошнота, она бывает не так часто. Поэтому основные симптомы, которые бывают у пациентов с хроническими гепатитами, они, например, появляются такими симптомами, как слабость, утомляемость, снижение аппетита. Такие симптомы, в принципе, и весной, и осенью мы все ощущаем. Поэтому достаточно сложно бывает у человека выявить этот гепатит
И он выявляется только с помощью анализов крови. То есть самое главное в борьбе именно с гепатитом С на ранних стадиях — это своевременное Да, обследование. своевременное выявление вирусного В том гепатита. числе контроль даже за тем, кому ты ходишь на маникюр и педикюр. Это обязательно. Надежда Николаевна, какая статистика у нас в республике с заболеваемостью? Ну, в целом у нас по республике, по данным последнего отчета, состоит более 12 тысяч всего больных с вирусными гепатитами всеми. Из них львиная доля, ну, скажем, более 40% это пациенты с хроническим вирусным гепатитом С. И что очень печально, что среди впервые выявленных гепатитов в прошлом году 54% это пациенты с хроническим вирусным гепатитом С. То есть мы их выявляем, но смотрите, среди всех пациентов, которых выявили впервые гепатиты, это составляет каждый второй хронический. То есть, значит, они уже давным-давно, Да, они, болеют. условно говоря, они, возможно, инфицировались давно, но гепатит у них выявлен только в прошлом году. Надежда Николаевна, насколько вот методы лечения вирусных гепатитов продвинулись, и как сегодня оказывается помощь, в том числе тем, кто болеет данным видом заболевания? Но вообще надо сказать, что сейчас лечение вирусного гепатита С стоит на первом месте. Это является такой вот основным методом лечения именно противовирусная терапия, потому что этот метод лечения способствует тому, что человек избавляется от вируса, то есть выздоравливает. Поэтому, в принципе, в мире и в Российской Федерации, в частности в нашей республике, мы лечим всех одинаково. То есть сейчас мы используем препараты, так называемые прямого противовирусного действия, которые в течение 2-3 месяцев способствуют избавлению от вируса. То есть до летальности вполне возможно не доводить? Да, вполне возможно не доводить. Если вовремя вылечить гепатит, то в принципе процессы развития цирроза и рака печени приостановятся, их не будет. Ну, вот в этом деле, в борьбе с гепатитом С, важную роль играет гепатологический центр, я уверен. Вот расскажите немного о работе. Гепатологический центр в Якутской республиканской клинической больнице был открыт в январе 2022 года. Мы работаем уже 2-й год. И надо сказать, что основной целью гепатологического центра является не диагностика гепатита, а именно лечение противовирусными препаратами. И с каждым годом мы увеличиваем количество пациентов, которых мы берем на лечение. Если в прошлом году мы вылечили 156 пациентов, то в этом году мы взяли план 300 пациентов. Вообще по республике в прошлом году было пролечено 411 пациентов. Из них, надо сказать, что почти 90% избавились от гепатита. Но надо сказать, что это не совсем точная статистика, потому что мы говорим об избавлении от вируса через 3 месяца после окончания лечения. То есть, если пациент у нас закончил лечение в ноябре, в декабре месяце, то мы об этом скажем только сейчас. Вот накануне стартовала, в эти недели, точнее, прошла борьба с заражением гепатитом С. Идет активная профилактика данного вида заболевания. Расскажите о том, как работаете с населением. Ну, в принципе, с 12 марта началась неделя по борьбе с заражением и распространением именно хронического вирусного гепатита С. Для того, чтобы люди знали больше информацию, владеешь информацией, значит, ты уже, по идее, наполовину знаешь об этом заболевании, и ты можешь себя каким-то образом защитить. Поэтому мы стараемся в эту неделю очень активно выходить в социальные сети, на телевидении, на радио, чтобы рассказывать людям именно о том, что такое вирусный гепатит С, как его можно выявить, как его можно лечить и что нужно делать для того, чтобы не заразиться вирусным гепатитом С. Надежда Николаевна, хочу еще спросить, как у специалиста. Печень, безусловно, один из важнейших органов в теле каждого человека. Как сохранить его, ну, если не в идеальном состоянии, то в максимально работоспособном? Но печень – это уникальный орган, это единственный орган в нашем организме, который выполняет очень много функций. То есть это самая большая пищеварительная железа, это кроветворный орган, это фильтр нашего организма. Конечно, к нему нужно относиться бережно. В каком плане? В плане того, что, ну, вообще это банально, да, то есть нужно соблюдать режим дня, то есть высыпаться, есть пищу достаточно разнообразную, которая будет у нас богата витаминами, минералами. Нужно двигаться,
Потому что двигательная активность способствует тому, чтобы клетки печени насыщались кислородом и более активно работали. Кроме того, вообще желательно ограничить употребление токсичных веществ, таких как алкоголь, избыточное использование лекарственных препаратов без показаний. Это применение токсичных веществ, скажем, курение, табакокурение и наркотических веществ, которые не секрет, что иногда применяются людьми, особенно молодыми. Надежда Николаевна, вы отметили, что необходимо правильно питаться. Вот есть ли какие-то секреты, лайфхаки, какое-то особое меню, чтобы сохранить печень в идеальном виде? Нет, нельзя сказать, что есть какой-то лайфхак или есть какое-то именно конкретное меню. В принципе, еще раз повторю, что питание должно быть разнообразным. Оно не является основным фактором того, что печень будет у нас хорошо работать, но это способствует тому, что организм получает в достаточном количестве аминокислоты, углеводы и другие минеральные вещества, микроэлементы. И это способствует тому, чтобы наш организм в целом работал нормально. По профилактике вируса гепатита С я хочу еще подчеркнуть действительно то, что профилактикой вирусного гепатита С в медицинских организациях занимаются достаточно серьезно. То есть у нас тестируются доноры, у нас кровь от доноров уходит в карантин. Мы используем достаточно серьезные методы стерилизации, дезинфекции оборудования, и медицинского инструментария. Кроме того, в обязательном порядке обследуются пациенты, которые поступают на плановые операции, беременные женщины обследуются. Да? А в плане того, что вне медицинских организаций, конечно, есть сложности, но те организации, которые оказывают услуги косметологические, скажем, маникюрные, педикюрные, те, которые заботятся о своей репутации, они, в принципе, тоже следят за тем, что стерилизуют свои инструментарии и тому подобное. Кроме того, половой путь передачи вируса гепатита С существует. Конечно, в идеале, что один партнер на всю жизнь, но бывает так, что ситуация бывает разная, поэтому использование барьерных механизмов, в частности, использование презервативов, также способствует профилактике заражения гепатита С. Кроме того, заражение может происходить от беременной женщины, которая, к ребенку, в родах и в послеродовом периоде. Но, в принципе, этот механизм, он достаточно редко встречается. Поэтому на первом месте, конечно, стоит это повреждение кожи и слизистых при различных манипуляциях. Надежда Николаевна, я уверен, что в том числе благодаря работе гепатологического центра и той работе просветительской, которую вы проводите, это заболевание в нашей республике, да и хочется верить, что и во всей стране со временем пойдет на убыль. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До новых встреч.